этом году я построил такое вот, собственно, это есть ряд причин. Прошлые цивилизации на Земле, которые жили, следующая причина это... Поэтому у меня претензии. Китай. Друзья, в наш век высоких технологий, когда человечество научило садиться вертикально ракеты, когда создаются квантовые компьютеры, человечество ездит на электромобилях, да что там, дома у нас течет из-под крана горячая и холодная вода. В это время, друзья, хочется всегда общаться с очень интересными людьми, с изобретателями. И сейчас мы вновь встретимся с Александром Заблоцким, который в прошлом году создал портативный гараж Игнатий. В этом году он подготовил для нас кое-что очень интересное. Называется эта конструкция ангар Аделаида. Погнали! В этом году я построил такой вот, собственно, другой гараж, не как Игнатий. Но это есть ряд причин. Самая основная причина это то, что вот прошлые цивилизации на Земле, которые жили, они строили не пирамиды, а вот такие вот ангары, собственно, потому что там внутри, ну, там душа, сохранение энергии, прочая лабуда. Следующая причина это во время строительства ангаров не учитываются снеговые нагрузки, то есть снег не задерживается на склонах крыш такой вот формы. А мне в прошлом году надоело убирать снег, он как бы довольно сложно было. Вот. И третья причина это то, что мой тот гараж украли. Наверное, птицы утащили. Но в итоге как бы картона нету, почти всего, там чуть-чуть осталось. Мне хватило вот на фасад и вот на это немножко. И весь каркас, который был, он был алюминиевый, и, скорее всего, животные, которые ходят в округе, они прознали про это и забрали его себе. Это произошло еще в сезон или ты его разобрал? Я не знаю, я вот начал готовиться, думаю, уже как бы пора, уже машины завораживают. У меня там вот за гаражом вот там все было заныкано, я полез. Давай снег разгребать как бы, ну, снег разгреб. Все, нету вещей. Ну, ничего страшного. Ну, кстати, всем, кого зовут Аделаида, по паспорту у меня предоставляется 5% скидка. Все. На что? Ну что ты начал-то, на что есть скидка, и все хорошо, давай голову не морочь мне. Посмотрим, что внутри. Примерно та же самая система. Теперь ворот двое. Потому что одна воротина очень сильно с ветром бороться как бы приходится. Немножко светлее стало, потому что тент просвечивает. Со снегом мы поступаем следующим образом. Но он все равно, потому что тент проседает, как-никак каркас не твердый, не абсолютный. Все остальное точно так же. Нынче расчехляться почему-то быстрее, чем в тот раз, потому что, по-моему, гараж больше. Да, настил над крышей, чтобы не цеплять багажником. Вот. Но это все было в прошлом году, поэтому не особо, думаю, интересно. Нынешнее нововведение, что, я его построил намного быстрее. То есть тот гараж я строил где-то неделю, этот я построил условно за 4 вечера. Первый вечер я сварил каркас, второй вечер я привез каркас сюда, третий вечер натянул тент, четвертый вечер я все остальное картоном вот это вот все развешал. Вот есть и минусы. Тут полы он бетонный, я их как бы... Получается, тут снега не было, еще снег убрал, от этого холодно. Надо сюда либо воды, думаю, налить, либо снега натаскать, либо чего-то повылаживать. То есть машина держит меньше тепло. А в остальном все так же, как в прошлом году. Ну и, конечно же, посмотреть сбоку. Если отсюда смотреть, ну прям красота, белый цвет. Вай. Да. Еще бы торец белый. Ну не знаю, скорее всего из этого я сделаю теплицу, но если украдут, придется придумывать что-то новое. Шестиугольник, может, панкратионовский. То есть летом ты будешь использовать как теплицу, да? Ну, я, наверное, увезу. Это все-таки большое строение. Тут много парковочных мест. Оно займет 2 минимум. И соседи будут недовольны. Я поэтому же только зимой, получается, его в холода и строю, когда все машины поразбежались по гаражам, кто-то замерз. И тут полно места. Тогда можно. А иначе получается, что ты мешаешь остальным. Ну, это неправильно. Но я считаю, что парковка довольно быстрая, прям как на пит-стопах гонки. Вообще, дополнительный второй чехол я стал устанавливать от того, что ветер, зимой ветер
Он очень сильно снимает тепло. То есть, когда стоит машина под Наташей, ветер дует, она колышется, открывается туда-сюда, и тепло выдувает снизу. То есть, она все равно через 3-4 часа начинает машина включаться на прогрев. Вот, а здесь получается такая зона вакуума, то есть, даже не вакуума, а вот просто воздух стоит. Наташу не колышет, тепло очень медленно, спокойно себе уходит. То есть, остывание происходит намного медленнее, чем на открытом воздухе. Вот, это как такой картонопакет, вот, как если с окном сравнивать, получается. Александр, почему название Аделаида? Ну, на этот вопрос сложно ответить. Как бы, ответ будет такой же, как в прошлом году, наверное, что вот у всего, не все, у каждого имени есть свое. Вот, допустим, там одеколон, Саша, слышали, да? Когда едешь вот после Каспера в Марху, слева стоит там магазин Руслан, допустим, а я Аделаиду еще нигде не видел и решил, что это имя тоже достойно какого-то воплощения. На самом деле, наверное, есть больно понтовое, но звучит классно. Да, Александр, я смотрю, у тебя здесь как-то почему-то не хватило тента или что? Что случилось? Да тут прикол вообще. Вот эта вот арка, вот эта вот дуга, она у меня длиной 6 метров, а в длину гараж 4,70. То есть, а я покупал тент 6 на 5, то есть его вот так вот должно было хватить, а в итоге вот здесь вот у меня впритык 30 сантиметров разница, а здесь 70 метров не хватает. И поэтому, а тут вот, 5 на 6. И поэтому у меня претензии. Китай, ты опупел, что ли? Александр, а какой функционал несет в себе вот этот штырь, антенна? Что это? Но тут не будем мудрить лукаво. Скажем сразу, что это шпиль-антенна. Я на него хочу повесить ветроуказатель. Такой конус, как на арктических станциях бывает, который указывает примерную силу ветра и направление. Ну, такие штуки в свободном распространении у нас не продаются, ее надо будет где-то найти, либо заказать, поэтому ее пока нету. Я смотрю, что ты решил его забрендировать, то есть ты повесил даже баннер. С чем это связано? Ну, это не совсем моя заслуга. Это вот у меня в доме живет сосед, мистер Солопов, он, Stark Stickers фирма, может, знаете, он просто на свое усмотрение взял и распечатал, вечером мне принес, спасибо, прикольно, и я вечером, ночью его вешал прям до потери ориентации, то есть замерз до посинения, и было действительно холодно. Даже вон у Егора Крида нос красный, посмотрите. Вот, мне плакатик нравится, прикольно. Ну и твои какие-то пожелания, может быть? Пожелания всем автолюбителям. Уважаемые автолюбители, если у вас есть у кого-нибудь завалявшаяся видеокарта GeForce 1050 или 1060, и она вам не нужна, то если вы мне ее дадите, то будет очень-очень здорово. А в остальном, наверное, вы всего добьетесь сами. Друзья, если вы уже задумываетесь, где заморозить свой автомобиль, то могу предложить вам отличный вариант. Это лодочная станция Лена. Стоимость данной услуги составляет 2000 рублей в месяц. Вы получаете территорию, которая круглосуточно охраняется под видеонаблюдением. Поэтому, если вас заинтересовала эта информация, то набирайте номер телефона, который указан на экране.